Спустя полгода с момента запуска процедуры банкротства в Казахстане начали публиковать списки людей, которые смогли пройти этот процесс. Так, в области ЖТСУ статус банкротов получили 14 человек. Всего же общее количество заявлений составило порядка 3000. Об этом рассказал представитель Департамента государственных доходов региона Асхар Камзаев на встрече с журналистами. Также он поделился, что из списка обращений одобрены лишь 18%, а число отказов составило свыше 80%. Сведения о лицах, признанных банкротами, размещены в сервере Тазалау веб-портала kolda.kz в разделе «Банкроты и неплатежеспособные». Там же можно получить подробную информацию по присвоению статуса. Стоит отметить, что существует 3 вида процедуры банкротства – судебная, восстановление платежеспособности и самая удобная процедура внесудебного вопроса. Но реализуется она только в случае, если у заявителя нет имущества, а задолженность перед банками составляет не более 5 миллионов тенге. По внесудебке могут обратиться с заявлением через ЕГОВ, либо ЕСАЛ-Казамат. Данные заявления будут поступать в сервис Тазалау, веб-портала Колда, будут рассматриваться органами государственных доходов в течение 15 дней. После этого, в случае одобрения их заявок, то есть будут рассматриваться соответствие входным критериям, то есть не должно быть здесь более 5,5 миллионов тенге по первой процедуре, не должно быть погашения в течение 12 последовательных месяцев, а также не должно быть имущества, как у должника, так и совместное имущество с супругом. Вместе с тем должник не должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, то есть по этим условиям будут рассматриваться заявки и приниматься соответствующие решения.